Жизнь, Аллах, которую нам дал, жизнь, она прекрасна во всех своих проявлениях, во всех. Поэтому я бы посоветовал молодым людям не торопиться получить все от жизни. У нас будет у всех очень приятная, прекрасная жизнь. Вот. Я бы посоветовал молодым людям побольше уделять внимание своим родителям. Да, то есть молодость, она очень быстро проходит. Учитесь любить людей, любить своих родителей. Потом у вас будет... 1996 год. Олимпиада в Атланте. Сенсация в категории 74 килограмм. Выигрывает самый молодой спортсмен. 2000 год. Олимпиада в Сиднее. Снова сенсация. Явный фаворит не доходит даже до полуфинала. 2004 год. Олимпиада в Афинах. Триумфальное возвращение на вершину. 2008 год. Олимпиада в Пекине. Он снова поднимается на высшую ступень пьедестала. Его называют легендой российского и мирового спорта. Синонимом этой уникальной спортивной карьеры – Бувайсар Сайтиев. Бувайсар Сайтиев родился и вырос в большой и дружной семье в дагестанском Хасавюрте. Любовь к спорту проявилась с самого детства. По-другому быть и не могло, вдохновлял пример старшего брата. Вольной борьбой Бувайсар начал заниматься с 6 лет, а уже в 14 стал мастером спорта в СССР. В 16 выиграл первенство Советского Союза среди младших юношей в категории до 55 килограмм. Абдулхаким, старший брат, занимался борьбой. Потом он привел Бувайсара, и еще потом по ходу Адам чуть моложе был. Вот мы занимались в одном зале, в одну группу и в одно время. Бувайсар был очень сильным борцом. Первый серьезный успех в спортивной карьере Бувайсара Сайтиева случился в 1995 году, когда он в возрасте 20 лет выиграл чемпионат мира среди взрослых. Причем та победа была вырвана вопреки раскладам. Еще в первой схватке борец травмировал колено, из-за чего стоял вопрос о последующем выступлении. Но Бувайсар добрался до финала и выиграл, став чемпионом мира. На чемпионате мира происходит казус трагичный, комичный даже. У него ускакивает колено. Куда его не везут, нигде не могут вставить. И так, не составлено коленом, он выходит с болгарином на схватку. Ну, болгарин, конечно же, знал, что у него с коленом, он хромает, идет. Ему Арсен даже, говорят, предложил сняться, потому что Арсен знает, что он прошел через все эти горнила. Он знает, что такое травма. И Бувайсар сказал: нет, я попробую. И болгарин моментально проходит в эту ногу, где у него колено выскочило. Болгарин ему вставляет на место эту ногу. И он его из-за того, что он ему помог вставить ногу, выиграл по баллу. После титула чемпиона мира Бувайсар забирал еще 5 раз. В 1996 году была Олимпиада в Атланте и первое золото. Сайтиев не проиграл ни одной схватки до 2000 года. Худой, колкий, неуступчивый. Его боялись все борцы планеты, а он легко штамповал медали. Маленький был, думал, вырасту, буду здоровым. В 68 боролся, думал, в 74 перейду, буду такой мощный. Устраивает, раз бороться получается, можно и так. К третьему олимпийскому триумфу Бувайсара Сайтиева готовил заслуженный тренер СССР и России Салим Нуцалханов. Именно он, как никто другой, знал его борьбу и даже, несмотря на долгий перерыв в спорте, сумел привести легенду российского спорта к очередной победе. Весь этот архив Салим Нуцалханов собирал в течение 60 лет. Здесь все связанное с вольной борьбой и с его учениками. Но самое главное – это вот эти борцовки. В них Бувайсар Сайтиев выиграл третью Олимпиаду в Пекине в 2008 году. Не последнюю роль в участии Бувайсара Сайтиева в Олимпиаде в Пекине сыграл и нынешний глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Самое главное надо сказать, Рамзан Ахматовича надо сказать. Обязательно. Рамзан Ахматович при подготовке нашей вызвал к себе. Где-то это в апреле месяце было. Мы уже готовились, мы уже первенство Сибири выиграли, мы на международный турнир готовились. Он вызвал к себе, мы прилетели. И мы примерно рассказали Рамзану Ахматовичу, мы сказали, что мы готовимся, но у нас есть проблема, мы сказали. Проблема какая была? Махач выиграл Ярыгинский турнир. Поехал на Европу, Европу выиграл. Выиграл Россию, выиграл мир. А мы выиграли Россию только.
Мы, если даже Россию, вот я, Рамзан Ахматович, мы говорим, вот даже если он сейчас выигрывает Россию, он не может поехать на Олимпийские игры, потому что весь багаж у Махача. Он сказал, вы выигрываете Россию. И если Махач, он так и сказал, если Махач не будет довольный тем, что это, мы сделаем еще одну свадьбу. Отсюда началась близкая дружба Рамзана Кадырова и Бувайсара Сайтиева, которая продлилась до последних минут жизни великого спортсмена и даже чуть дольше. Я простой человек, обычный человек, чего человеческое мне не чуждо. Чувствую ли я себя легендой? Нет, не чувствую. Я чувствую себя обычным человеком. Большие победы не изменили открытый характер легенды спорта. В жизни он оставался простым, доступным, искренним человеком, который находил общий язык и с ребенком, и со взрослым. После спортивной карьеры Сайтиев ушел в политику. Самый заметный период политической деятельности был во второй половине 2010-х. В 2016 году был избран депутатом Государственной Думы 7-го созыва. Также он был членом Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи и возглавлял Федерацию спортивной борьбы Чеченской Республики. Об Бувайсаре говорить я могу только самыми лестными просто словами. Это был порядочный, добросовестный, ответственный, дисциплинированный человек, для которого на первом месте всегда стояла религия. Главное его качество, если спросить у меня, это была простота. Вот не было, что он зазвездился, зазнался. Кто бы ни подошел, никогда никому не отказывал. Всегда старался проявить какую-то солидарность. Всегда давал какие-то советы. Несмотря на то, что Бувайсар Сайтиев родился в Хасавюрте, он очень любил свою родную республику и все свои победы посвящал ей. В самые трудные моменты жизни чеченского народа он оставался для них предметом гордости. Естественно, радуются за меня все россияне, там поднимают флаг, играют гимн. Но я знаю, что больше всего радуются за меня мои земляки. Им очень тяжело в это время. Если чем-нибудь так на некоторое время мог их отвлечь от каких-то мыслей таких, я буду очень рад. Часто приезжал в Грозный, и здесь его встречали как самого желанного гостя. Японцы, что ли? Нет, австралийцы. Австралиец, да? Бувайсар Сайтиев – великий сын чеченского народа, выдающийся спортсмен, один из наиболее титулованных борцов вольного стиля в истории всего мира. Он прожил достойную жизнь, и такой же была его кончина. Его похороны стали доказательством всенародной любви к великому спортсмену. Несколько тысяч людей нескончаемым потоком шли для того, чтобы попрощаться с ним. Как только пришла трагическая весть о смерти спортсмена, по поручению Рамзана Кадырова и по содействию фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова был выделен чартерный рейс для доставки тела, а вся республика держала траур 3 дня. Бувайсар. Говорить об Бувайсаре в прошедшем времени его товарищи еще не привыкли, но о его человеческих качествах рассказывают даже вопреки эмоциям. Я был одним из первых человек, который в 12 часов ночи звонил ему и первым поздравлял его. И он всегда отвечал, что холодус он идет. Одним словом, Бувайсар. Как в спорте, так и в жизни. А что касается человеческих качеств, Бувайсар был настолько простым, доступным, добрым, воспитанным, скромным. Это можно перечислять просто очень много и долго. Бувайсар Сайтиев именно как человек, именно как спортсмен останется очень-очень на долгие годы
в сердцах каждого из нас. Трехкратный олимпийский чемпион скончался 2 марта. До своего 50-летнего юбилея он не дожил всего лишь 9 дней. Но даже за столь короткую жизнь Бувайсар Сайтиев оставил неизгладимый след в истории российского спорта и боль утраты в сердцах десятка тысяч людей.